что может быть с народами, которые не выполняют свои домашние задания. У тебя остается религия и Бог. Почему роль религии так возросла в Крыму? Для кого-то это может быть и уход от реальности. Отсутствие поддержки, да, это проблема крымско-татарской уммы или крымско-татарского общества? Все это искусственные конструкты. СМСки без иншаллах теперь и машаллах, а не СМСки. Традиция никогда не бывает статична. Традиция всегда меняется. Селям алейкум. Мы начинаем 5-й сезон проекта «Миркес» и традиционно будем говорить о важном и актуальном для крымских татар, для социальной и общественной жизни крымских татар. Прошлый 4-й сезон нашего проекта мы очень много говорили на тему моды на религию. Естественно, это важная часть нашей жизни. И хотелось бы поставить какую-то, ну, скажем так, смысловую точку на этой теме. И ровно поэтому старт 5-го сезона мы начинаем с темы про религиозную жизнь крымских татар, но теперь уже с экспертом, с человеком, который давно и долго профессионально занимается исследованием этого вопроса. У нас в студии сегодня кандидат политических наук, религовед Эльмира Ханум Муратова. Эльмир, я рада приветствовать тебя. Чохсагул за то, что ты согласилась на сегодняшний разговор. Я так понимаю, что после прошлого нашего опыта, который случился год назад с Алимей и с тобой, было очень много резких комментариев. Люди не готовы воспринимать ту или иную правду, скажем так, о том, какова наша настоящая жизнь. Как тебе вот тот фидбэк, который был на наш прошлый выпуск, как ты его пережила? Во-первых, Салон, что пригласила, потому что мне всегда очень интересно с тобой беседовать и вот в таких форматах, и в других, в которых мы чаще встречаемся. Ну, ты знаешь, я просто начинаю понимать, что есть как бы параллельные реальности, в которых мы существуем. Есть реальная жизнь, где мы действуем, где мы изучаем, где мы анализируем. И есть люди, которые воспринимают ситуацию так, как они ее воспринимают, исходя из своих каких-то представлений, своего какого-то бэкграунда, из своих каких-то понятий о том, как это должно быть. Мы живем в такое время, когда каждый имеет доступ, да? Каждый имеет возможность высказаться, и мы не можем контролировать то, как это происходит. Не выключишь. Абсолютно, мы не можем контролировать форму, в которой это происходит. И поэтому, каждый имеет право голоса. Наша задача, наверное, все-таки делать то, что мы делаем, несмотря ни на что, двигаться вперед. Как ты сама пережила этот фидбэк? По-разному. Временами было обидно, временами было непонятно. Хотелось какой-то больше, наверное, глубины восприятия. Да? То есть было, наверное, то, что в большей степени меня зацепило, то, что люди не удосужились посмотреть всю программу целиком, а реагировали только на короткие рилсы, которые были, в принципе, направлены на то, чтобы спровоцировать внимание, вызвать. Но задача была в том, что они должны были пойти посмотреть программу, да, чтобы сформировать полностью представление о том, о чем мы говорили. Но, мне кажется, не все это сделали. Наверное, это больше всего. Давай сразу оговоримся. Вообще любые разговоры на тему религии, на тему об исламе, они всегда спотыкаются, скажем так, о камень вопросов наших подписчиков, наших зрителей. Кто вы такие? Вы не алемы, чтобы рассуждать на эту тему. Что дает нам право говорить сегодня на эту тему, в частности, тебе? Смотри, давай начнем с того, что это вообще как бы не новая практика, по крайней мере, в моей жизни. Когда меня на разных площадках представляют как исламоведа, мне часто приходится обосновывать свое право говорить об исламе в Крыму. Да? И я как бы понимаю это, в силу... Есть ряд факторов, которые это объясняют. Например, первый очень важный, потому что это связано с сферой религиозного. А сфера религиозного — это настолько тонкая, настолько она чувствительная тема, где каждый человек воспринимает ее сквозь призму себя глубоко. И поэтому, когда кто-то говорит об исламе, где много тонких граней, и они очень принципиально важны для человека, то есть люди относятся очень так скрупулезно к спикерам, пытаясь оценить их компетентность, их моральную нравственность, с точки зрения которых они имеют право об этом говорить. То есть это первый фактор. Второй, наверное, связан с тем, что
не у всех людей есть разграничение разных сфер деятельности. Вот мы с тобой политологи, и я в своей жизни, уверена, что и ты, встречала не раз людей, для которых политика и политология — это вещи очень тождественные или, по крайней мере, очень близкие. Разницы нет для многих. То есть мне очень часто приходилось объяснять людям, что есть политика, есть политики, то есть люди-акторы, которые задействованы в этой сфере, а есть люди, которые это все изучают. Вот то же самое в сфере религии. То есть есть религия ислам, есть мусульманские ученые-алемы, которые знатоки ислама, есть процессы, которые происходят в мусульманских обществах, а есть люди, которые эти процессы изучают. Вот мы эти самые люди. И вот мы сегодня будем говорить, исходя из результатов исследований, которые мы провели не так давно, о котором вы с Алиме Ханум Абселямовой уже упоминали на одном из прошлых ваших программ. Вот. И это дает нам право говорить о тех процессах, которые мы наблюдаем в крымско-татарском обществе. И мне кажется, что прежде чем мы перейдем, наверное, собственно, к результатам, о которых мы будем говорить, важно несколько слов сказать о нашем исследовании. Давай, потому что это был уже третий этап, который мы ведем с 2017 года. То есть мы задались целью посмотреть, что происходит с крымскими татарами после 2014 года. Особенно нас интересует сфера идентичности, ценностей, культура и так далее. И задача увидеть, какие трансформации происходят, и посмотреть, куда они могут привести. И мне кажется, важный момент — это нужно подчеркнуть методологию. Это принципиально важно. Мы не можем сегодня базироваться, обращаться к количественным методам исследования. То есть мы не можем проводить массовые опросы. И поэтому что мы делаем? Мы проводим мы используем качественную методологию, мы делаем интервью и проводим фокус-группы. Да? То есть мы общаемся с экспертами, и эти эксперты в разных сферах, которые понимают, что происходит в их сферах, и делятся своими рефлексиями, которые мы собираем и которые мы анализируем. То есть у такой методологии есть плюсы и минусы. Плюс — это то, что мы можем глубоко посмотреть на ситуацию внутри, мы можем глубже увидеть те тенденции, которые происходят, а минус то, что мы не можем обобщить и сказать, что все крымско-татарское общество выглядит вот так. То есть это не репрезентативно, но одновременно это глубоко. У нас, как всегда, в Телеграм-канале, у нас там очень бурная, яркая жизнь, у нас там есть свое сообщество, которое постоянно что-то обсуждает, и недавно опять произошла дискуссия, и в этот раз терминологическая дискуссия. И как раз на тему нашего с тобой разговора обсуждался термин «этнические мусульмане», есть ли вообще такое явление, как его можно объяснить и так далее. А вообще как бы у нас есть определенная неразбериха, да, то есть светские мусульмане, соблюдающие, не соблюдающие. Давай немножечко наведем порядок в этой терминологии, и как мы любим, все разложим по полочкам. Мне кажется, начать надо с того, что все это искусственные конструкты. Сами мусульмане себя обычно так не называют. То есть никто не говорит, что выходит, не бьет себя в грудь, не говорит, что я этнический мусульманин или я соблюдающий мусульманин. То есть это, как правило, некие категории, которые люди другие навешивают на людей, с кем они говорят или о ком они говорят. То есть мы в науке, как исследователи, мы довольно часто используем эти категории, потому что для нас важно действительно по полочкам все это разложить, чтобы не было путаницы, чтобы мы четко понимали, о какой категории людей мы говорим. И я буду поэтому говорить, исходя из того, как у нас в академических кругах все это делается. То есть этнические мусульмане — это мусульмане, в структуре идентичности которых этническая идентичность превалирует над религиозной. То есть вот то, о чем мы сегодня уже немножко говорили, то есть те, для кого религия — это часть их культуры, традиции. То есть и там очень важный момент именно культурных традиций, да, соблюдение того, что пришло из поколения в поколение. То есть и люди, которых называют этнические мусульмане, делают акцент именно на этнический компонент любых религиозных ритуалов, так, как делали наши предки. Да. Светские мусульмане — это вот тот конструкт, который очень часто противопоставляют так называемым практикующим мусульманам. То есть имеется в виду, очень часто светские мусульмане, этнические мусульмане — это в принципе одни и те же категории. То есть, как правило, одних и тех же людей называют этими категориями. Просто акценты на разных моментах. Да? Не так давно, то есть у нас был разговор с одной мусульманкой, которая соблюдающая мусульманка, и вот она задала вопрос, и даже мне показалось, немножко обиделась, когда услышала выражение «светские мусульмане практикующие», потому что подразумевалось, что люди, которые практикуют там основные базовые нормы ислама, они не могут быть светскими. То есть вот здесь, мне кажется, очень важно не категоричность всех этих понятий, да, а все-таки самоощущение того, как люди себя идентифицируют.
Соблюдающих, как правило, называют тех, кто практикует обязательные предписания ислама. То есть это вот 5 столпов, там обязательно пятикратный намаз, ураза, закят там, и так далее. То есть имеется в виду вот эта дихотомия, потому что если мы будем... То есть такое дихотомическое как бы противопоставление, этнические, светские — это те, которые могут что-то практиковать. Мы не можем сказать, что они ничего не практикуют. Они тоже практикуют. Но речь идет, наверное, все-таки больше о соблюдении обязательных предписаний ислама. В первую очередь это намаз, да, и это пост, и это все-таки то, как ты в публичном пространстве себя репрезентуешь и позиционируешь. Да, насколько как бы твоя одежда, твой внешний вид, они транслируют твою религиозность. То есть вот я думаю, что линия разграничения вот здесь лежит. Ну, раз уж мы заговорили про исследования, очень многие наши респонденты отмечали актуальность и такая важность, скажем так, темы религии, религиозности крымских татар. У нас даже появился термин «мода на религию», мы его очень часто эксплуатировали в прошлом сезоне и говорили на эту тему. Да? Почему роль религии так возросла в Крыму? Да? Почему наши респонденты в Крыму очень много и часто говорили на эту тему? Уделяли очень большое внимание именно религиозности крымских татар? Ну смотри, тут может быть целый ряд объяснений этому. Во-первых, мы говорим о том, что Крым находится в определенной ситуации, в такой кризовой, стрессовой, то есть люди переживают разные турбулентности. И вот в этой ситуации турбулентной религия выполняет вполне определенные функции и задачи. И это объясняет, почему вот именно в Крыму мы видим вот такой всплеск религиозности, о котором, я думаю, мы еще будем сегодня говорить. Вот, то есть тут получается просто обращение к религии как некому механизму и утешения, и объяснения, да, и все-таки адаптации к ситуации. То есть это очень важные механизмы, которые есть в любой религии, которые религия использует, в том числе и компенсация. То есть это, для кого-то это может быть и уход от реальности, да, совершенно как бы другие измерения. Это первый момент. А второй момент, но все-таки мы видим, то есть в Крыму такая концентрация мусульманской жизни. Жизнь концентрируется вокруг мусульманских институтов, да, мечети, общины, медресе. То есть вокруг этого крутится как бы вся динамика жизни мусульман, и поэтому здесь много чего происходит, и поэтому для людей было важно об этом говорить и рефлексировать на темы, связанные с религиозными процессами. Какую функцию в данном случае выполняет религия? Я бы сказала, несколько. Во-первых, мы видим, что она выполняет такую функцию, мы ее назвали, по крайней мере, в нашем исследовании, она вот выполняет функцию стабилизации. Потому что когда вокруг тебя меняется реальность, когда, то есть вот эти вот тектонические пласты вокруг тебя двигаются, тебе нужно нащупать точку опоры. То есть религия — это то, что укоренено, это часть нашей культурной традиции, это всегда давно было с нами. То есть это то убежище, куда люди идут, когда ситуация вокруг очень неясна. Да? Якорь определенный. Якорь, абсолютно верно. Это якорь. И поэтому люди, конечно, обращаются к религии в такие моменты. То есть такая функция стабилизации. Еще очень важная функция — это все, что связано с нашей идентичностью, с культурной идентичностью. Да? То есть когда люди чувствуют угрозу идентичности, то религия в этой ситуации тоже становится таким вот неким форпостом, за который они держатся, чтобы вот нащупать точки опоры и чтобы каким-то образом препятствовать процессу потери идентичности. Вот если ты помнишь, мы ведь на протяжении всех там 90-х, 2000-х годов не раз, много, и на страницах национальной прессы, и на национальных съездах мы все время поднимали вопрос ассимиляции, да, все время об этом говорилось. Это связывалось с потерей языка, это связывалось там, с межэтническими браками, с потерей культурных традиций. И вот мне кажется, что после 2014 года вот это восприятие субъективной угрозы нашей идентичности, оно стало еще более острее. И поэтому в этой ситуации люди стали обращаться к религии, потому что в ней они видят один из механизмов культурной защиты. То есть религия — это то, что отделяет нас от остального населения Крыма. Да? Мы говорим на русском языке, мы внешне выглядим порой очень часто точно так же, но вот именно наша религиозная принадлежность — это то, что нас дифференцирует. И поэтому вот в этой ситуации, когда ты ощущаешь угрозу потери идентичности, ты начинаешь приближаться или вот цепляться за вот именно тот механизм, который тебе в этой ситуации может помочь самосохраниться. В твоем тексте ты употребляешь такую формулировку «трансформация крымско-татарских религиозных практик». О чем идет речь? Это вот то, о чем ты говоришь, да, про так называемые вот эти вот наши традиционные культурные привычки, давай так это назовем, да, и как они поменялись за это время?
Ну, мы действительно вот на этом этапе исследования фиксировали изменения или трансформацию. Мы это назвали религиозных практик. Мы говорили о дуа, мы говорили об ураза и говорили об ифтарах. Да? То есть, вот посмотри, то есть, если мы посмотрим, например, на вот нашу практику дуа, то, как это стало происходить. Да? Мы видим, что это было изначально какое-то домашнее семейное мероприятие или действо, которое сопровождало там человека на протяжении всего жизненного цикла от рождения до смерти. То есть оно как бы сопровождало его в рамках или по важным памятным датам. Да? Более того, оно было достаточно, ну, назовем это интимное, да, то есть в семейном кругу, семейное, закрытом, домашнее. Учитывая наш предыдущий отсутствующий опыт религиозности. Да. Что мы видим сегодня? Ты посмотри, что дуа проводится очень часто вне дома. Это кафе, это рестораны. Они становятся более масштабные, более массовые. И плюс, то есть это теперь не только вокруг вот этих традиционных как бы жизненных циклов человека. Рождение, свадьба, смерть и так далее. То есть это еще и вокруг каких-то других дат. Ну, например, там наш этнический календарь, да, день депортации, либо какие-то вещи, связанные там с освобождением из мест заключения и так далее. То есть по разным событиям в жизни сегодня люди проводят массовые публичные дуа за пределами дома. То же самое мы видим связано с уразой. Посмотри, как трансформировался очень интересно эта религиозная практика крымских татар. Вот что тут, мне кажется, нужно сделать экскурс в истории, посмотреть на эволюцию. Да? То есть если мы возьмем крымских татар до начала XX века, то для большей части из них ураза — это была часть их этнической культуры. То есть люди массово соблюдали пост в месяц Рамадана, и это было как бы частью их культуры, это было частью того, как они привыкли жить, это было частью крымско-татарской повседневности. Да? В советское время мы видим трансформацию этого. Мы видим, как под влиянием той политики, которая происходила, как религиозные нормы начинают постепенно уходить из повседневности крымских татар. Часть из них остается, трансформируется, часть уходит вообще. Но вот если говорить конкретно об уразе, то еще в советское время некоторые крымские татары все еще соблюдали, даже в местах ссылки это, но это уже это воспринималось как бы вот, ну, все меньше, меньше и меньше. На момент возвращения в Крым мы уже практически перестали соблюдать пост. Да. И когда у нас стало происходить возрождение ислама уже в постсоветском Крыму, пост месяц Рамадан вновь приобрел такое исключительно религиозное звучание. То есть люди глубоко верующие, как правило, соблюдали пост. Что мы видим сегодня? Мы видим сегодня вот этот вот поворот. Это как будто практика сделала целый круг и возвращается на круги своя. То есть мы видим сегодня, как массово ураза входит в крымско-татарскую жизнь. Мы видим, как масштабируется этот процесс. Да? Мы видим, насколько омоложается этот процесс, когда школьники подключаются. Да? Массово, да, к тому, чтобы держать вплоть до закрытия буфетов в школах. Даже на период, да, уразы. Вот. То есть мы видим вот эту вот очень интересную трансформацию. Ифтар. Да? Этот вот сход, отдельная история. Вот это тоже очень интересно происходит, потому что это тоже было домашнее, это тоже было семейное, это тоже было такое в кругу родственников свое. Сегодня ифтары, то есть мы можем говорить сегодня о целой индустрии ифтаров. То есть это тоже вне дома, это очень публично, это тоже очень масштабно. То есть сегодня от нескольких десятков до нескольких сотен человек собираются на проведение ифтаров. И мы можем говорить о такой гибридизации формата, что ли, ифтаров, потому что это не только разговение после поста, но это еще и совмещается с разными другими повестками. То есть вот это все трансформация. Вот возвращаясь к твоему как бы вопросу о том, как это все связано, практики и традиции, ну вот посмотри, что такое религиозная традиция. Это то, как мы из поколения в поколение передаем определенный набор норм, ценностей, да, представлений, которые и формирует и сдерживает нашу культурную идентичность. Религиозная практика — это то, как религиозная традиция воплощается в жизнь. То есть вот когда мы говорим о трансформации религиозных практик, мы говорим о том, как эти практики реализации традиций сегодня и сейчас в Крыму меняются. Ведет ли это за собой изменение традиции? Да, потому что традиция тоже вслед за ней, то есть меняется наполнение как бы религиозной традиции. Те нормы и принципы, которые за ней стоят, они тоже трансформируются. Нас казнят за слово «меняется», традиция, да, то есть сочетание этих двух категорий рядом у нас не воспринимается. То есть для кого-то в их системе мировоззренческой, да, традиция, она вот железобетонная, она не должна меняться и так далее. Но
Но я бы разочаровала таких людей. Я скажу, что традиция никогда не бывает статична. Традиция всегда меняется. Вот меня всегда умиляло, когда крымские татары говорили «вот бызым там, да, диделер мусули яп майдлер». Ну, мы берем какой-то отрезок. Когда мы говорим о традиции, мы всегда должны четко оговаривать, о каком временном отрезке мы говорим. Контекст. Контекст, абсолютно верно. Вот в том контексте, в период, там, не знаю, первой половины XX века традиция имела такой вид, потому что религиозные практики, ее сопровождавшие, были вот такими, какими они были. Все это меняется, это менялось всегда. То есть это нормальное, как бы такое эволюционное развитие любого общества. В течение жизни. Да. Мы это называем традицией, потому что как бы сохраняется некий стержень, но практики и все, что сопровождает традицию, это менялось, меняется, еще будет меняться. Является ли это угрозой, вот, на твой взгляд? Угроза чему? Угрозы потери. Вот, ну, опять же, продолжает ту же логику некоторых обывателей, которые полагают, что смена вот формы или содержания, тут даже содержание, оно в любом случае меняется. Да? Смены, чаще всего формы, оно является уже угрозой некой идентичности, религиозной или этнической и так далее. Является ли она таковой? Понимаешь, здесь же, это же очень сходный процесс. Идентичность сама меняется. Идентичность сама трансформируется, постоянно эволюционирует. То есть она тоже не стоит на месте, она не статична. То есть это все, как мне кажется, движется достаточно так вот в симбиозе. То есть оно вместе. Шестеренки. Абсолютно, да. Твоя метафора очень мне нравится. Шестеренки. То есть она все работает слаженно и в каком-то механизме движется. Несмотря на то, что у нас с тобой разговор сегодня о духовном больше, да, но нам сложно будет обойти, так сказать, вопросы про материальное. Мечети. У тебя очень много, ну, немного, но, по крайней мере, ты сакцентировала внимание на том, кто строит мечети. Да? Мы говорили про, что для нас мечеть, а вот кто строит теперь мечети, какие изменения у нас в этой истории появились? Ты знаешь, для меня это действительно очень интересная история, потому что когда-то, когда я занималась изучением, исследованием возрождения ислама в Крыму, я собирала статистические данные о том, какие мечети построились после нашей репатриации в Крым, кто строил, то есть кто были спонсорами. И там была очень интересная ситуация. То есть у нас же был всплеск или бум строительства мечетей, да? В 90-е, начало 2000-х годов, то есть порядка там более 80 новых мечетей только построилось, еще там несколько десятков было отреставрировано старых исторических мечетей. Вот если мы посмотрим, кто это делал, то значительная, то есть львиная доля всех этих вложений была со стороны зарубежных спонсоров. То есть это были спонсоры из Турции, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и так далее. И лишь единицы из числа мечетей того периода были построены либо отреставрированы самими крымскими татарами. Я очень хорошо помню, как исследователи очень часто комментировали этот момент и говорили о том, что вот это, наверное, символизирует или свидетельствует о недостаточном уровне религиозности крымских татар. Вот на тот момент это такая была очень расхожая. Ты соглашалась с этим выводом? Ты знаешь, не в значительном нет. Я бы сказала, что нет, потому что я считаю, что важный фактор — это материальное благополучие. То есть если мы говорим о 90-х и начале 2000-х годов, это был период, когда крымские татары только вставали на ноги. Да? Ты можешь строить мечети, когда ты закрыл базовые потребности своей семьи. Это случилось только уже там к 2010 годам, когда действительно многие встали на ноги, и появились излишки материальных средств, которые они могли уже инвестировать в строительство мечети либо реставрацию исторических зданий. То есть вот этот материальный фактор, он очень важен. Ты не можешь, да, выделять деньги на это, пока у тебя не закрыты базовые потребности. Ну, это вся наука говорит об этом. То есть нельзя это. Так не бывает, да, просто в природе. Да и практика тоже, не только наука. Да, но я имею в виду, что да, естественно, то есть так не бывает. Другой момент, то есть действительно, то есть сегодня мы видим, что все больше и больше мечетей в Крыму строятся самими крымскими татарами. Либо это индивидуальные спонсоры, либо это коллективные усилия джемата. То есть мы можем говорить о том, что как минимум по 2 новых мечети вводится в эксплуатацию каждый год, и это все усилиями крымско-татарского народа. И это действительно вот такая разительная разница с той ситуацией, которая была
до вот 2014 года. О чем, по-твоему, говорит эта тенденция? Мы научились сотрудничать друг с другом ради чего-то благого, или это вот наша традиция, да, то есть внести свою лепту в какое-то благое и важное для общества дело? Потому что, ну, мы помним, да, критерий успеха, крымско-татарского успеха, то есть ты обязательно должен что-то сделать для общества. Ну, ты знаешь, вот тут, мне кажется, сложно как бы давать однозначный ответ, потому что это очень связано с какими-то личностными там, намерениями, мотивациями человека. Это та сфера, в которую не все люди готовы пускать. То есть мы можем просто предполагать, что могло двигать людьми. То есть, с одной стороны, конечно, строительство, инвестиции в строительство мечети — это богоугодное дело. И люди с высокой степенью религиозности, конечно, я думаю, были бы не прочь и хотели бы действительно как бы внести свою лепту в это. С другой стороны, строительство мечети — это достаточно поощряемое действие в крымско-татарском сообществе. Ты сейчас упомянула о том, что мало быть успешным человеком, надо еще и что-то сделать на благо народа. И строительство мечети, оно вот как раз-таки вот то дело, которое приносит тебе и социальный дивиденд здесь и сейчас. То есть это работает на твою репутацию. И я не исключаю, что кто-то мог руководствоваться вот такой мотивацией и участвовать в том числе. Да. Но при этом, еще раз повторю, то есть очень сложно, то есть мы не можем залезть в подкорки головного мозга людей и разобраться с тем, что происходит. А хотелось бы. Я хочу напомнить тебе один комментарий одного из наших респондентов, ну, а зрители, собственно говоря, познакомиться с этим комментарием. Я его зачитаю, потому что мне показалось это интересным. Я понимаю, что в эпоху потрясений и сложностей религия сильный инструмент, потому что когда ты не выполнил свое домашнее задание в других отраслях, образование, институции, безопасность, от экономического развития до научного у тебя ничего нет. Что остается у тебя? У тебя остается религия и Бог. Я комментируешь? Да, я хорошо помню и эти слова, и респонденты. Это был очень яркий респондент. Он, кстати, говорил эту фразу в контексте его рассказа о таком маленьком удивительном острове Науру в Тихом океане. Остров, который когда-то был богат фосфатами, и за счет чего богато жил. И когда, то есть там, десятилетия, по-моему, 40 лет они преуспевающе жили, там просто был такой развитой социализм, когда все бесплатно, получали колоссальные деньги. Но когда природные ископаемые закончились, остров превратился в некую такую вот пустыню после всех этих раскопок. Люди, понятное дело, сильно обеднели. Сегодня это одно из тех государств, где люди страдают ожирением и много курят. То есть это такой вот fail state. И в контексте этого, то есть респондент привел этот рассказ об этом острове, когда мы стали говорить о религиозных процессах среди крымских татар. Мне кажется, что он об этом говорил как о таком очень утрированном примере того, что может быть с народами, которые не выполняют свои домашние задания, когда у них есть для этого возможность. Да? То есть он, конечно, был очень критично настроен по отношению к сегодняшней ситуации среди крымских татар, когда он говорил о том, что у нас было окно возможностей, которым мы не воспользовались в полной мере. Когда это окно закрылось, мы оказались практически у разбитого корыта. И он объяснял вот это обращение к религии сегодня как раз-таки вот тем, что ситуация безысходности, я думаю, вот какой-то некой отсталости, в которой мы находимся, то есть как некому крайнему убежищу, вот крайнему прибежищу, как в случае, когда тебе ничего другого не остается. То есть это был такой очень критический взгляд на нас сегодняшних в Крыму. И ничего больше. Ну вот, я не знаю, может быть, там было больше. Я могу судить, исходя из моего разговора, нашего разговора с этим респондентом. Нет, я про тенденцию, да, потому что у нас сегодня, к сожалению, я не хочу сказать, что это правило, я не хочу сказать, что это закономерность, но сегодня очень часто, из включенного наблюдения, как мы любим говорить, да, есть такие, и мы обсуждали в прошлом нашем сезоне, что есть такие случаи неоднократные, их можно уже считать, о том, что уход в религию сопровождается уходом от образования, скажем так. Да? То есть некоторые, уходя в религию, принимают решение бросить учебу, отдать приоритет каким-то семейным делам и так далее. То есть, и вот здесь я почему и выбрала, да? Потому что некоторые наши члены общества проблематизируют эту историю, скажем так. Что это является такой рисковой тропинкой, на которую мы выходим.
Ну, смотри, мне кажется, что это такой вот очень крайний случай, который ты описал, это какие-то крайние проявления, я бы сказала, такого роста религиозности, который мы наблюдаем в Крыму сегодня. То есть, ну, вот это полюс, да, как бы есть полюс совершенного неверия, есть полюс совершенно крайнего как бы ухода в реальность, которая, ну, вот идет вразрез, наверное, и очень далека от крымстарской повседневности сегодня. Но в промежутке между этим очень много всего другого. Хотя я понимаю как бы те смыслы, которые заложены вот в этих опасениях, в этих рассуждениях на тему того. То есть мне кажется, ну, в них вот такая дихотомичность. То есть либо-либо. Либо это религия, либо ничего больше. Да? Но мне кажется, что у нас все-таки это развивается в большей гармонии. В большинстве случаев это большая гармония вот в разных сферах. Религия плюс что-то, плюс бизнес, плюс культура, плюс творчество, плюс какие-то другие проявления. Есть еще одна история, которая мне лично интересна была, да, это изменение к отношению или вообще к характеру наших культовых сооружений. Да? Характер я здесь имею в виду не содержание, а то, какую функцию выполняют эти наши культовые сооружения. Чем стала для крымских татар мечеть? И вообще, что поменялось с точки зрения ее содержания? Да? Ты знаешь, ну вот здесь мне хочется, наверное, сделать такой акцент на том, что мечеть у крымских татар там, в постсоветском Крыму, она никогда не была просто местом для молитвы. То есть она никогда не была вот просто мечетью, куда приходишь совершить там пятикратный, пятничный или там праздничный намаз. А если ты помнишь, что на самозахватах, особенно второй волны, возводилась мечеть. То есть еще не было других домов, еще там не было жителей, но уже стояла мечеть. То есть о чем это говорит? О том, что мечеть выполняла очень важную такую символическую функцию. То есть она как бы символизировала о том, чья это земля, кому она принадлежит, кто имеет на нее право. Да? То есть как бы вот очень важный такой символ нашего присутствия в Крыму. То есть это было на протяжении всего постсоветского периода в Крыму. Если мы посмотрим сегодня, это хорошо проявилось в нашем исследовании, что мечеть — это важный такой фактор или важная площадка для социализации и мобилизации крымских татар. Учитывая, что у нас сегодня не так много осталось площадок, где можно массово собираться. То есть это то, где крымские татары, куда крымские татары могут прийти, где они могут увидеть вот эту вот сплоченность, где они могут почувствовать плечо друг друга, где они могут обменяться информацией социально значимой. И очень важным фактором молодежи. Для молодежи это та среда, где они могут почувствовать свою принадлежность джамаату, да, где они могут почувствовать, что они часть крымско-татарского народа. Это очень важная история, потому что именно там они видят, во-первых, то есть вот разные субкультуры крымско-татарского социума, да, мусульманского, через вокабуляр, через внешний вид. То есть это все как проходит социализация молодых людей сегодня. То есть они впитывают в себя всю эту информацию. И у них развивается это чувство принадлежности, то есть где они, с кем они. Мы знаем, что мечеть сегодня точно так же это важный такой вот центр, который позволяет крымским татарам решать очень многие дела. Да, мы знаем, что люди договариваются встретиться на джума, например, в какой-то мечети, после чего идут и решают дела, связанные с бизнесом. Это может быть досуг совместный и так далее. Абсолютно. Проекты, да. То есть это как вот некая такая точка притяжения сегодня, вот, которая выполняет важнейшие мобилизационные функции в нашем современном. Означает ли это, что религия становится или мечеть становится контекстом всего в нашей жизни? Ну, я бы не сказала всего, но очень значимым фактором нашей сегодняшней жизни, да, однозначно. Возросшая религиозность – это еще одна история, которую мы фиксировали на протяжении всех этапов нашего исследования. Да? И как менялась эта вот религиозность, да? Как больше стали религиозными крымские татары, да? И о чем говорит этот рост? Как ты анализируешь, интерпретируешь эти процессы? Ну, это тоже, мне кажется, очень интересный тренд, который нам удалось подсветить именно на этом этапе исследования. Если ты помнишь, еще в 2017 году некоторые из наших респондентов говорили нам о том, что они фиксируют рост религиозности крымских татар, и они объясняли это тем, что мы видим ситуацию нестабильности, мы видим вот эти турбулентности, которые происходят, и закономерно, что крымские татары потянулись в мечеть. Но при этом эти же самые респонденты тогда говорили, что они видят это скорее как какой-то пиковый процесс, то есть что был всплеск религиозности, и когда ситуация чуть-чуть нормализовалась, все вернулось как бы на исходные позиции. Так вот, на этом этапе это был
были уже не единичные голоса, это был такой мощный хор большей части наших респондентов, которые практически в унисон говорили о том, что мы видим действительно заметный рост религиозности крымских татар. И в доказательство этого они приводили целый ряд факторов. Да? Первое, на что обращалось внимание, это то, что произошел рост числа людей, которые посещают мечети по пятницам. Да? Что пятничные намазы стали намного более массовыми. И особенно, что бросалось в глаза респондентам, и это была мужская часть наших респондентов, что очень много молодежи, что омолодился состав прихожан мечети. Да? Это первый такой критерий. Второй аргумент в пользу роста религиозности был связан как раз-таки с ростом числа людей, которые стали соблюдать обязательные предписания ислама. То есть которые стали практиковать пятикратный намаз, которые стали соблюдать уразу в месяц Рамадан, которые стали носить хиджабы и точно так же другими способами, через отращивание бороды, демонстрирует свою религиозность. Да? То есть это действительно очень визуально заметный показатель роста религиозности. Рост числа мечетей новых, о котором мы с тобой говорили. Еще один рост индустрии общественного питания. Да? По-моему, самая успешная, одна из успешных, наверное, сфер нашей экономики. Да. Абсолютно. Если мы будем опять-таки сравнивать с теми же 90-ми, началом 2000-х годов, мы видим, какой разительный рост произошел в этой сфере. Да? Насколько сегодня удовлетворены потребности людей в продуктах. Да? Просто не просто удовлетворены, но есть возможность выбора. Абсолютно верно. То есть мы видим реальный колоссальный рост индустрии. И еще один важный момент, который мы тоже, кстати, обсуждали, и он нас очень удивил, и по-хорошему удивил, да, эти трансформации досуговых практик среди крымстарской молодежи. То есть есть крымстарская молодежь, которая может быть не очень религиозна, то есть не может не соблюдать обязательные предписания ислама, но при этом происходит отказ от алкоголя, когда эти молодые люди собираются. То есть происходит ценностное изменение этих категорий, когда алкоголь уже воспринимается как признак дурного тона, даже среди людей не особо религиозных. Условно говоря, не делающих пятикратный намаз. Да. Это появление новых социальных норм? Я думаю, что это адаптация к той ситуации, которая существует, и это трансформация наших социальных норм в том числе, потому что религиозность начинает действительно становиться частью нашей крымско-татарской повседневности. Да? То есть это перестает вызывать такое резкое конфронтационное отношение, то есть через дихотомию, то есть есть мы и есть они. То есть начинает плавно протекать и пронизывать разные слои звенья крымстарского социума. Мы говорили с тобой о том, что религия выполняет стабилизирующую функцию. Да? Какую еще функцию она может выполнять? О чем я в первую очередь? В первую очередь о том, что некоторые крымские татары, которые сегодня по тем или иным обстоятельствам оказались за пределами Крыма, они говорят о том, что это для Крыма, да, религия и религиозная идентичность важна как маркер идентичности, да, и является тем самым форпостом, что называется. Да? А для тех, кто за пределами Крыма, это уже не так важно. Можно ли, я не скажу утверждать, да, но можно ли говорить о том, что чем дальше от Крыма, тем ситуация, скажем так, другая? Смотри, и да, и нет. Потому что мы об этом уже тоже говорили сегодня. То есть в Крыму эта концентрация мусульманских институтов происходит, и поэтому здесь религиозная жизнь бурлит в большей степени, чем за пределами Крыма, где многие крымские татары проживают дисперсно и в отрыве от мусульманских институтов. Да? И поэтому, конечно же, здесь религиозный фактор очень важен, потому что религия выполняет эту стабилизирующую функцию культурного форпоста. Да? Но и за пределами Крыма, ведь крымские татары тоже пытаются нащупать почву под ногами, и тоже там тоже мечети являются центром притяжения, где они могут встретиться, обменяться информацией. То есть мы тоже можем говорить о том, что религия, и это было, кстати, в ответах респондентов, что религия там тоже выполняет очень важную функцию сохранения их культурной идентичности. И мы видим даже то есть такой рост религиозности даже среди тех людей, кого мы можем назвать этническими мусульманами, то есть когда они уезжали отсюда и которые перешли в категорию практикующих мусульман.
В прошлом сезоне у нас были выпуски, в которых мы говорили про религию, или точнее про нашу жизнь, да, и говорили с людьми, которые живут в этом, что называется, да, практикуют. И у нас был выпуск, который назывался «Ислам идеален, мусульмане нет», с Лилией Ханум Османовой, и с психологом, и с журналистом Ибраимом Умеровым. И тогда прозвучала такая фраза о том, что нам не хватает поддержки внутри, да, что наше братство и сестринство, оно не такое уж и братское и сестринское, да, о том, что у нас работает социальный контроль, у нас работает осуждение, да, социальное осуждение, но нет поддержки. И Лилия Ханум из своей практики психолога приводила пример о том, что к ней приходили девушки, которые, к сожалению, продумывали возможность снятия хиджаба. И она говорила про то, что общество не поддерживает. Именно поэтому некоторые, не только же девушки, наверное, верифицируют в себе, да, скажем так, в своей практике каждодневные ценности, которые они там проживают. Да. Вот подобное отсутствие поддержки, да, это проблема крымско-татарской уммы или крымско-татарского общества. И вообще допустимо ли вот такая история? Ты знаешь, мне сложно, честно говоря, отделить одно от другого, потому что любой человек, который считает себя мусульманином, любой крымский татарин, который считает себя мусульманином, является частью крымско-татарской уммы, крымской уммы. Поэтому я думаю, здесь, наверное, правильно говорить все-таки о тех проявлениях крымско-татарского общества, которые вот ты сейчас озвучила, осуждение, социальный контроль и так далее. И попробовать понять или разобраться с тем, почему так происходит, почему мы контролируем, почему мы осуждаем. Душное общество, как сказал наш один респондент. Вот почему мы душные? Знаешь, вот здесь, мне кажется, есть как бы и позитивные, и отрицательные стороны этого. Вот вы в программе с Салиме Ханум говорили о разрыве родственных связей, да, о кризисе большой семьи. Это действительно процесс, который идет, но он еще не достиг вот того уровня, когда мы бы стали очень сильно атомизированы. То есть для нас мы все еще такое компактное общество с горизонтальными плотными связями. Калибруемся друг об друга. Да, и поэтому нам все еще важно, вот, кто как выглядит, кто что говорит, кто как себя ведет. То есть мы друг другу еще пока не безразличны. Когда мы атомизируемся, то есть это тот путь, куда мы идем фактически, мы наблюдаем уже эти тенденции, мы просто в начале этого пути. Вот тогда нам будет все равно, в принципе, кто одел хиджаб, кто его не одел. Но сейчас мы все еще обеспокоены друг другом, нам все еще есть дело друг до друга. И мне кажется, что вот те механизмы социального контроля, которые включаются, они корнями, то есть идут из тех социальных норм, которые пока еще транслируют предыдущие поколения, которые были социализированы в советскую секулярную эпоху, в которой, конечно, религия была под запретом. И поэтому такая публичная демонстрация религиозности, она все еще осуждается. Хотя все меньше и меньше, если ты обратишь внимание. Да, да, мы говорим о том, что нет отсутствие хиджаба еще не говорит о том, что человек не соблюдает какие-то нормы. Да, абсолютно верно. Но вот мне кажется, что уровень толерантности к публичной демонстрации религиозности, будто хиджаб, будто борода и так далее, в нашем крымстарском социуме, то есть этот уровень толерантности растет. И, то есть это говорит о том, что наши социальные нормы постепенно трансформируются. То есть и мы как бы движемся вот в эту сторону. Можно и с другой стороны посмотреть, попробовать, по крайней мере, объяснить вот этот вот феномен нашего социального контроля. А мне кажется, он связан с тем, что мы очень сильно себя как народ чувствуем таким вот народом, как крепость в осаде. Потому что мы чувствуем угрозу нашей идентичности, и мы это чувствуем на протяжении всех лет с момента нашей репатриации, и поэтому мы очень остро реагируем на любые проявления инаковости. Да? Будь то вот все, что не вписывается в мою картину. Все, что в нашей картине мира разрушает наше единство, нашу вот идентичность, и поэтому мы так вот склонны осуждать и критиковать все то, вот в чем мы видим угрозу потенциальную всему этому. И мне кажется, отсюда вот может быть еще как бы ноги растут наше вот это вот порицание, осуждение и низкого уровня поддержки этих проявлений. Скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь про атомизацию уже не в первый раз, да, и, вероятно, это какой-то ближайший сценарий развития нашего общества, урбанизация в этом смысле, что она с нами делает. То есть мы кочуем, да, мы переходим, растет уровень наш материальный уровень, мы экономически уже выглядим совершенно иначе, это очевидно, тут не скроешь, что называется, да, глазом, от глаз эти факторы. И, естественно, как следствие, люди
переезжают в города, где инфраструктура, где образование, где возможности для детей и так далее, и так далее. Что здесь произойдет с нашей религиозностью? Она растворится, как она трансформируется, как она себя поведет? Ну, посмотри, это, мне кажется, очень интересно. Это очень интересный процесс, за которым наблюдать. На самом деле человеку... То есть мы на этом пути однозначно. Тут это глобальная тенденция, она движется именно в этом направлении. Но вот если мы посмотрим, например, на примеры или исследования мусульманских мигрантов, которые оказываются в урбанизированных мегаполисах, да, мы видим, что уходит на второй план, как правило, этническая идентичность, но на первый план выходит религиозная идентичность, потому что в отрыве от каких-то традиционных мест укоренения твоя религия, она все равно выступает большим таким фактором, который обеспечивает сохранность культурной идентичности, нежели что-то другое, нежели язык или какие-то еще другие традиции. То есть религиозность на самом деле усиливается во втором и третьем поколении мигрантов. Да? То есть я сейчас на примере мигрантов, но в целом мы говорим о тенденциях оторванности от корней. И вот в этих процессах оторванности как раз-таки религия начинает играть большую роль, чем она играла раньше. То есть я поэтому не ставила бы крест на религии. Атомизация не равно атеизация, не равно потеря религиозной идентичности, напротив. То есть процесс может быть совершенно диаметрально противоположным. Мы с тобой сегодня очень много говорили о том, что, такой о фасадной части, да, то есть мы говорили о возросшей религиозности, о том, что внешний облик крымских татар меняется, вокабуляр меняется, да, все больше религиозных терминов появилось в нашей повседневной речи, что называется, да, то есть смс-ки без иншаллах теперь и машаллах не смс-ки, да, то есть это, как правило, часть нашей обычной переписки. Но это фасадная часть, да, а есть включенные наблюдения, и опять же, я апеллирую к выпуску с Лили Ханум и Ибраимбеем, да, ислам идеален, мусульмане нет, которые говорят о той самой отсутствующей поддержкой, да, насколько скажем так, насколько контрастируют те данные, которые получили мы, и как живет общество на самом деле, твои ощущения, да, есть ли этот дисбаланс? У меня ощущение дисбаланса, то есть чего-то нам не хватает. Мы уже говорили о том, что запустили в обиход фразу про моду на религию, и действительно ли это мода, или мы просто постепенно идем к чему-то? Мне кажется, это очень важный вопрос, и он поднимался некоторыми нашими респондентами, потому что мы можем действительно говорить много о фасаде, в этих визуальных проявлениях религиозности, но при этом за скобками остаются вопросы внутреннего наполнения этого процесса, и об этом тоже говорилось. То есть есть внешние проявления, которые позволяют судить о том, что происходит рост религиозности среди крымских татар, но при этом есть зафасадная часть, которая у многих людей, в том числе у многих наших респондентов, вызывала вопросы. То есть люди действительно говорили о том, что они наблюдают некие противоречия между тем, как человек выглядит и как он себя позиционирует в публичном пространстве, и тем, какое поведение он на самом деле демонстрирует. В быту. Да, в быту, в отношениях с родными, с соседями, с друзьями и так далее. То есть действительно есть моменты этого несоответствия. И тут, мне кажется, этот процесс связан с тем, что внешняя часть, она более легкая. То есть ты можешь выучить вокабуляр, ты можешь привести свой внешний вид в соответствии с исламскими нормами, но внутренний процесс, он требует времени, и он требует более кропотливой работы. То есть ты должен работать над собой. И это более длительный процесс, и процесс, который, возможно, не все хотят запускать, потому что он требует колоссальных усилий. Ты должен менять самые азы самого себя, и это очень трудно, мы это знаем. И поэтому действительно некоторые наши респонденты говорили о том, что то, что мы видим сегодня, это мода на религию, модно быть религиозным. То есть ты этим самым себе приобретаешь некое реноме, но копнув чуть глубже, оказывается, что там не так много, собственно, этой исламской нравственности, которую ты демонстрируешь в отношениях с окружающими тебя людьми. Я всегда задаю себе вопросы, да, мы в этой моде на религию, да, чего мы ожидаем, что мы ожидаем от этой религиозности, возросшей религиозности, некой моральности, да, некой нравственности той самой, которой, может быть, нам не хватает в отношениях между друг другом, да, или же все-таки веры?
Как ты думаешь, чем здесь выступает, каким критерием выступает в данном случае религия? Да? То есть это такой нравственный императив или все-таки это больше про веру? Ну вот я думаю, что это всегда будет индивидуально. На самом деле, если мы возьмем, например, молодежь, то для нее это способ социализации. То есть это способ вот именно обретения почвы под ногами и вот обретения чувства принадлежности. То есть понимаешь, здесь очень трудно как бы с нашей позиции вот внешних наблюдателей говорить о том, что такое вера и религия для каждого конкретного человека, потому что мы не там. То есть каждый человек делает свой собственный выбор. Но это во многом про социализацию, это во многом про чувство принадлежности, это во многом про вот это вот чувство плеча, сопричастности и так далее. То есть и многие люди тянутся к религиозным сообществам или к религиозным субгруппам крымстарского общества, потому что хотят чувствовать свою нужность, важность, хотят самореализации, в том числе в рамках вот этих вот отношений, которые эти субгруппы им демонстрируют. При этом я думаю, что общество в целом от подобных людей ожидает, конечно, более высокой морали. Конечно, у нас есть ведь восприятие или стереотипное восприятие. Религиозный человек, значит, моральный человек, значит, на него можно положиться, он надежный. Завышенные ожидания? Да, я думаю, что да. То есть, это, в принципе, обычная нормальная практика. Но я думаю, что это везде так происходит. То есть вот эта вот разница и противоречие между нормой, то есть религия — это норма, это ведь набор социальных норм. Да? Эти нормы прописаны там в священных писаниях и там транслированы на примере пророков, которые показывают, как это нужно, как нужно соблюдать религию. И мы видим общества мусульманские, которые живут по своим собственным правилам. Где-то они следуют этим нормам, где-то они идут вразрез, где-то что-то игнорируется, где-то гипертрофируется и так далее. То есть это все всегда какое-то вот такое вот частное интерпретации, что ли, религиозных норм, которые дают вот в результате тот продукт, который мы имеем. Я очень люблю, знаешь, переосмысливать иногда комментарии наших респондентов, потому что иногда это, перлы, да, можно сказать. И респонденты всегда откровенны с нами, за что им большая благодарность за эту откровенность. Один из наших респондентов по этому поводу по поводу роста религиозности отметил следующее, что это все прекрасно. Строительство мечетей, повальное и участие крымских татар, личное участие крымских татар в этом строительстве, это прекрасно. Мы меняем такой архитектурно-символический, скажем так, и ландшафт Крыма. И опять же, фиксируем свое присутствие здесь. Это замечательный процесс. Но в то же время он сетует на то, что хорошо бы параллельно строить школы, чтобы рядом с мечетью строилась и школа. Да? Если разбирать на молекулы этот тезис, этот комментарий, что ты в нем видишь, что ты в нем обнаруживаешь? Я бы сказала, что там заложена такая мощная интенция к тому, чтобы мы инвестировали в свое будущее развитие. И развитие, то есть не только в нравственное, но в том числе и в интеллектуальное. Да? Потому что не всегда эти вещи идут параллельно. Да? То есть когда речь идет о противопоставлении, плюс к мечетям школы, какие-то грантовые программы, какие-то иные вещи, которые формируют интеллектуальный потенциал крымстарского народа, то здесь заложена вот эта вот потребность людей, которые мыслят и рефлексируют в том, чтобы мы видели некую перспективу, куда мы идем. А эта перспектива возможна, если у нас есть профессиональные кадры, в разных сферах. Если мы действительно инвестируем в человеческий капитал, если мы не только думаем о нравственной стороне, хотя это тоже очень важно, невозможен человеческий капитал без нравственного составляющей, но при этом, то есть нам нужно подниматься на эти ступеньки выше для того, чтобы выйти из того положения, в котором мы долго находимся и в котором мы оказались, в том числе по влиянием объективных и субъективных факторов. Да? Речь идет как раз-таки о том выполнении домашнего задания, которое мы почему-то никогда не делаем. Не делаем. Мы не делаем. Мы о нем говорим, мы фиксируем, что мы его не сделали. Да, каждый раз появляются новые задачи, но продолжаем игнорировать. Появляется все больше и больше этих заданий, но мы их не делаем. И тут, мне кажется, я хорошо помню этого респондента, который как раз-таки был обеспокоен тем, что хорошо, мы поднялись на эту ступеньку, мы эту нишу освоили, мы культурный ландшафт преобразили, мы сделали его более нашим, своим, близким. Да? Давайте подниматься на более высокие ступени и давайте уже думать о других задачах иного порядка. Потому что там оставаться для нас чревато последствиями. Да? Нужно вырасти
Мне кажется, это запрос на визию в том числе. В том числе, да. Ты очень часто говоришь, ну, по крайней мере, в наших таких посиделках и с Алимихом Абселямовой, и мы любим обсуждать то, что мы накопали, извините, да? Очень любим. Очень любим, да. И ты очень часто говоришь о том, что в данном случае, по крайней мере, на этом нашем этапе развития крымско-татарского пребывания в тех условиях, в которых мы находимся, религия сегодня играет определенный форпост нашей, в том числе, культурной идентичности. То есть она является, ну, такой башней, которая, в общем-то, охраняет определенные наши ценности и так далее. Практика советская, точнее, практика разделения этнического и религиозного, да, и очень многим говорят, что это неправильная история, то есть разделять этого не нужно, да, что это ложный, скажем так, путь. Есть у нас очень много комментариев на эту тему, скажем так, да. Но в любом случае было бы странно отрицать, что многие в нашем обществе живут по такому принципу. То есть этническая культура – это одна история, религиозная культура – это другая история. Как в нашей идентичности сбалансировано вот в данный момент, зафиксировав определенное наше состояние, да, этническое и религиозное? Что с нами происходит, учитывая вот все то, что мы уже собрали материалы, то, что мы обсудили? И это, наверное, будет моим заключительным вопросом на сегодня. Ну вот смотри, мне кажется, сначала надо сделать ремарку, что у нас нет на руках количественных методов. То есть у нас нет, масштабировать мы не можем. У нас нет репрезентативного опроса, на основании которого мы можем сказать, что вот есть такой процент людей вот с такой комбинацией идентичности, с другой и так далее. То есть мы говорим, исходя исключительно из тех данных, которые мы получили, исходя из экспертных интервью и еще включенное наблюдение. Потому что последний массовый опрос был в 2009 году, когда мы могли говорить там, как люди сами себя идентифицируют. Да? То есть мы можем сказать, что есть, во-первых, вот эта комбинация, она тоже разная, она всегда была разной. Всегда. Вот давай, мне хочется все время исторические экскурсы делать. То есть до начала 20 века все-таки у крымских татар преобладала религиозная идентичность. Да? Она была на первом месте. То есть крымские мусульмане — это было вот то, как люди себя в большей степени идентифицировали. И вся иммиграция после падения Крымского ханства из Крыма, она в значительной степени мотивировалась желанием людей сохранить свою религиозную идентичность, угрозы, которые они видели в Крыму, вот в этом постаннексированном Крыму. Да? И поэтому люди уезжали, чтобы жить там, где они смогут там соблюдать намаз и исполнять другие религиозные обряды. То есть у людей была привязка к Крыму, но это скорее была привязка вот к своему селу, к своей махале, но это не было, вот, там, тогда не было еще такой национальной идентичности. Она появляется позже, в начале XX века, особенно в советский период, когда идентичность этническая, национальная у крымских татар начинает уходить на первый план. Это связано как-то с политикой коренизации? Конечно, да, безусловно. То есть корни растут еще в начале, благодаря всем тем революционным процессам, которые происходили в первый Курултай и так далее. Но как бы советский режим, хоть мы его не любим и часто критикуем, но на самом деле это был тот период, когда национальное самосознание крымских татар сформировалось, и оно достигло вот того периода, когда они четко стали понимать, что вот Крым — это Анаватан, другой родины нет. То есть вот это вот то, откуда мы и где мы должны реализовать свое право на самоопределение. И вот и изгнание, как бы жизнь в изгнании, это был очень интересный период, который еще больше как бы выкристаллизовал вот эту привязку к Крыму и вот это национальное самосознание, доведя его до вот этой высоты и небывалого масштаба. Абсолютно, да. То есть мы можем сказать, что в советский период этническая идентичность превалировала, да, религиозная была частью, то есть она была частью культурной традиции крымских татар. Сегодня, в постсоветский период, мы видим разные комбинации. То есть мы вернулись вот с этой доминирующей этнической идентичностью, но и вот это продолжает быть доминирующей комбинацией среди крымских татар. Мы крымские татары плюс мусульмане. То есть здесь можно поставить знак равенства. Да? То есть для значительной части крымских татар, для большинства это неразрывные понятия. То есть это то,
это кто мы. Да? Есть другая комбинация, в которой религиозная идентичность превалирует над этнической, но этническая все равно существует там и играет тоже значительную роль, но просто религиозно на первом месте. Да? И вот есть еще другие комбинации, в которых либо нет этничности вообще, то есть люди исключительно себя идентифицируют как мусульмане без этнической привязки, да, совершенно. И есть история, в которой... Я крымский татарин или крымская татарка, и все. И там нет религиозного вообще. Да? У нас есть атеисты, у нас есть люди, которые об этом говорят достаточно открыто. Понятно, что последние две категории – это совершенно как маленькие категории, намного меньше, чем первые две. То есть, ну, вот такая есть. Еще раз подчеркну, мы не можем пропорциональное деление обозначить, потому что у нас на руках нет никаких данных. Ну, мы фиксируем только тот факт, что это имеет место быть. То, что мы наблюдаем. Да. А твой прогноз, куда мы будем двигаться в этих комбинациях? Ну смотри, вот мне кажется, что в нашем исследовании мы смогли уловить вот этот вот тренд, что вот эта вторая категория, о которой я говорила, люди, у которых очень сильная религиозная идентичность, но при этом которые чувствуют свою связь с крымско-татарским народом. То есть вот у них произошло вот это вот усиление этой связки. То есть мы видим как бы вот такой плавный переток, что ли, из второй категории в первую. Если не переток, но, по крайней мере, сближение, я бы сказала. Да, некое сближение. Çok sağ ol за этот разговор, за содержательный. Я надеюсь, наши зрители оценят. Çok sağ ol. Ждите новых выпусков, ждите новых интересных разговоров. Это был проект Меркес Плюс в Горушкенте.